В городе Саранске на Строительной 6 праздник. С 1 февраля 11 экипажей ДПС пересядут на новенькие китайские автомобили «Хавейл». Это полноприводной кроссовер с двухлитровым турбомотором мощностью 190 лошадиных сил обошелся казне в 3,5 миллиона рублей. Из них 600 тысяч досталось компании СТ «Нижегородец». Она оборудовала авто сигнальными установками, видеорегистратором и прочим. В связи с тем, что завод находится на территории России, произведенный продукт имеет статус товар российского производства. А как же импортозамещение? Мы точно совершенно все можем сделать сами. И как получилось выполнить обещанное? Понятно, что полностью заместить импорт пока еще не удается. Но хоть какие-то успехи есть? Первый в Европе. Мы обогнали ФРГ. А как же понимать яичный кризис? Немножко, но все-таки доходы чуть-чуть у людей выросли. Вот. Начали больше приобретать яйцо, мясо курицы. А вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. Бум, и цены полетели. Неубедительно. Может быть, просто некому нестись? Но вернемся к нашим авто. За 2023 год в Российской Федерации было ввезено около миллиона автомобилей. 92% из них китайские. Впрочем, учитывая, кто именно работает в качестве китайского рекламного агента, это неудивительно. Вы знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются, потому что других становится меньше, не только поэтому. Качество улучшается. А как же российский отечественный автопром? Все еще встает с колен? Китайские автомобили уже собирают и в России. Но из российского там пока используют только аккумуляторы и стекла. Впрочем, если учесть то, как быстро Россия становится похожей на провинцию Китая, вопрос с импортозамещением скоро будет решен.